Глава ГКНБ Кыргызстана не перестает удивлять своими высказываниями. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, о какой судьбе Варуха рассказал Ташиев. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Глава ГКНБ Кыргызстана раскрыл подробности длительных переговоров с таджикскими властями о делимитации границ. Для передвижения таджикистанцев в Баткенском районе Кыргызстана выделят дорогу, расположенную к востоку от села Капчыгай. Об этом рассказал глава ГКНБ Республики Камчыбек Ташиев. На странице Facebook помощник главы ведомства Откурбек Рахмонов раскрыл подробности длительных переговоров по делимитации таджикско-кыргызской границы, которые провели накануне с целью урегулирования вооруженного конфликта. По словам Ташиева, встреча с властями соседней республики стала не только долгой, но и тяжелой. Он отметил, что карты 1924, 1927 и 1989 годов будут использоваться исключительно при описании указанных в заявлении участков, а анклав Варух к ним отношения не имеет. Новая дорога, которая будет построена в объезд по восточной стороне кыргызского села Капчыгай Баткенского района, предназначена для беспрепятственного передвижения граждан Таджикистана. Дорога будет относиться к Баткенскому району. Это четко прописано в документе. Граждане Таджикистана смогут использовать дорогу к востоку от села Капчыгай Баткенского района. Она будет под контролем администрации. Ее статус определяет отдельным межгосударственным соглашением, рассказал Ташиев. Он подчеркнул, что дорогу можно будет использовать только после завершения делимитации и демаркации отдельных участков границы, расположенных вокруг анклава. По словам Ташиева, власти обеих стран намерены провести по Варуху отдельные переговоры. Как вы относитесь к таким заявлениям? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Нам от другого государства не нужно ни метра земли, но и свою мы не отдадим. Мы вместе с руководством Кыргызстана будем стоять на этой позиции до конца, заключил Ташиев. Напомним, что текст заявления глав представителей ГКНБ Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации границы были опубликованы 6 мая. Напомним, что все это произошло из-за конфликта между Таджикистаном и Кыргызстаном, который развернулся 28 апреля из-за водораспределительного пункта Головной, который находится в верховьях Исфары. Согласно данным ГКНБ Таджикистана, виновниками стали граждане Кыргызстана, подстрекаемые председателем Баткенского района Акылбеком Аразовым. Известно, что жители соседней страны оккупировали сооружение и закидали камнями таджикистанцев. В Бишкеке это заявление опровергли, отметив, что первыми агрессию начали граждане Таджикистана, обстреляв соседей из оружия. К обеду 29 апреля ситуация на границе вышла из-под контроля и переросла в перестрелку между пограничниками республик. После переговоров властей было принято решение о прекращении огня и отводе войск. Однако перестрелки периодически продолжались в отдельных местах до 1 мая. Сейчас обстановка на границе двух государств оценивается как стабильная. Как вы считаете, решится ли эта проблема? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!